Чё, сука, слышно, мачо, да? А хочешь я опять... We will take several minutes now to experience the sensation of deep, relaxed. Дым. Чем дольше держишь его в легких, тем смешнее становятся вещи вокруг тебя. Каково было увидеть огромного розового зайца среди проходящих мимо людей? Я почему-то сразу понял, что он говорящий. Почему? Все просто. Во-первых, он стоял на двух лапах. Во-вторых, он раздавал розовые бумажки с надписями из букв, которыми мы говорим. И в-третьих, я услышал, как он кинул довольно грамотно сформулированную ругательную фразу вслед убегающим от него подросткам, которые дико смеялись. Я сразу понял, что это наш заяц. И я оказался прав. Заяц не только умел говорить, но и всему остальному нам его учить не пришлось. После очередной порции всего, уже у меня в квартире, я решил побыть в шкуре зайца. Тем более, что это вызывало бурную позитивную реакцию у человеческих женщин. Ага, еще по пиву и домой. Не надо, больше пива. Живой? Не уверен. Бывает. А ты что там видишь-то? Да ничего, по сути. Я вот думаю, мир – это ведь нечто большее, чем белый потолок и люстра. Да нормальный потолок. Чё ты? Я вчера аварию видел. Ай, чё ты грузишь, Ерла? Девка должна просто исчезнуть. А вот студент... Да все будет нормально. Не знаю я. Не волнуйся ты. Он дал показания, но вроде кроме машины он ничего не видел. Тут главное его вперед следака найти. Не думаю, что это будет сложно. Может, я тебе одежонки подкину? Да нет, спасибо. Сейчас до работы дойду, там переоденусь. Слушай, ты это... Захвати с собой пару бутылок, а? Конечно. Сейчас я тебе пакет притащу. С добрым утром, страна.
О, привет, как дела? Сдал? Привет. Куда? Это мое. Что сдал? Ну, у тебя же сегодня, по-моему, экзамен какой-то. Чё? А сколько время? Около 12. Ну, ты студент даешь. А что происходит-то? Фиг его знает, что здесь происходит. Ну, всего вам доброго. Ну что, нормально? Нормально. Здравствуйте, Нурлан Жасбаевич. Вы мне на прошлой неделе обещали долг оплатить. Я бы, в принципе, не торопился, но у меня проблемы с деньгами. Здравствуйте, Нурлан Жасбаевич. А, это ты? Вы мне на прошлой неделе обещали заплатить. Я бы, в принципе, не торопился, но у меня проблемы с долгами. А у вас деньги 500 не будет? Я отдам. Блин, да с кем он там трындит? Ну а как? Ты же сам сказал все загрузить. Джайба, до тебя как до Смольного. Короче, денег у этого придурка, как ты сказал, не было. Что дальше делать? А, хорошо, сейчас подъедем. Так, короче, закругляйтесь, пока у нас там разгрузите. Нормально все. Ага. Пацаны раскидали. А где шкаф-то? Там же мои вещи! Мобила! Ключи! Бывает. Блин! Ты знаешь, сколько клиентов у меня на эту квартиру? А я тебе... Я тебе и так почти даром отдала, только потому, что ты показался мне порядочным парнем. В общем так, верно. Ерлан. Пока не вернешь все, что должен, в квартиру не попадешь. Вероника Рудольфовна, ну поймите, у меня через час очень важный экзамен. Мне нужно попасть в квартиру. Пойми. Мне придется все замки поменять, а ты знаешь, сколько они стоят? Вот и объясни, верно. Ерлан. Ерлан Рахимов его зовут. Приезжий студент. Он единственный свидетель. Он что-то в последнее время трубку не берет. Угу. Может, следак его прячет. Ну, с подругой-то понятно. А вот что со студентом делать? Не надо с ним ничего делать. Просто найдите мне его. Понятно? На все про все у вас? 3 дня? Неделя. Угу. Ешь давай. Не хочу. Прешь, козел, бля! Да пошел ты! Что ты сказал ему, Мутилов? Успокойся. Зачем тебе это нужно? Слышь, ты уверен, что тебе стоит к нему обращаться? Да нормально все будет. Они ж с отцом как братья. Да и был бы выбор.
Да ладно, не грузись. 100 штук не лям. По-любому раскидаешь. Да знаю я. Давай. Увидимся. Здрасте. Здравствуй, дорогой, присаживайся. Съешь что-нибудь? Да нет, спасибо, я минералочки попью. Эх, молодежь, гуляете? Да так, с друзьями встретились вчера. Дядя Джейбархан, мне помощь ваша нужна. Пойдешь вечером на концерт? Он сказал, что тоже там будет. Ошибкой фашистских генералов было то, что они не сделали разведку при нападении на советский... Ладно, Али. У меня к тебе последний вопрос. Ты в армии служил? Нет, а что? Вот если в следующем семестре ничего не изменится, то могу поспособствовать. Да. Спасибо. Держи. Ну, кто меня еще сегодня чем-нибудь удивит? Здравствуйте. Войти можно? Я тут почти полгода назад Жанну машину помял немного. Это Феррари? Короче, деньги я ему до сих пор так и не вернул. Погоди, это какой Жан? Айдарбеков? Ага. Нехорошо. Его отец сейчас сильно поднялся. Ты в курсе? Да, конечно, в курсе. Не просто поднялся, а круто поднялся. Жан после этого нос задрал аж до неба, сука. Вы ж с ним друзья были, не разлей вода. Да в том-то и дело, что были. Жан позволяет себе слишком много, пока ему должен. Достал уже в нет. В общем, мне ему долг вернуть надо. Ну а с бизнесом, сами знаете, сейчас совсем все хреново. Может, подкинете работенку штук на 100? Ты че, Игорек, с утра о машине курился? Откуда у меня такие деньги? Поговори с отцом, у тебя воротило бизнеса, а я кто? Обычный госслужащий. Ну-ну. Ну от меня ты что хочешь? Если бы у тебя с ментами проблемы были, я б развел. Мне этот долг вот где уже сидит, понимаете? Твой батя мне как брат. Ты это понимаешь? И если я тебя его что-то вовлеку, он мне башку оторвет. Да никто ничего не узнает. Я бы рад помочь. Ну, не надо тебе никуда пока суваться. Ну, поговори с отцом. Отец же все-таки. Он поймет и поможет. Ладно. Понял я все. Погоди. Хорошо, есть у меня тут одно дело. Мне нужно найти лоха. Милый хвостик. Спасибо. Эй, так вот к чему весь маскарад. Да, ради ее улыбки я бы тоже в этом костюме походил. Что там у тебя стряслось-то? Рассказывай. Да трудности небольшие. Слушай, ты не знаешь, где пару дней можно перекантоваться, пока новую работу не найду? Блин, брат, я тут с предками пахался на днях. Достали уже. Зато с Понимаю. работой, думаю, помогу. Давай только переоденешься. Один человек
недавно ночью случайно сбил насмерть пешехода. Человек публичный и очень влиятельный. Ему совсем не нужны эти проблемы. Там был свидетель, но смысл не в нем. Смысл в том, что пока дело заморожено, мне нужен лох, который бы отсидел чужой срок по собственному желанию. Не бесплатно, конечно. Более того, деньги очень неплохие. Если побольше найти такого лоха, можешь быть уверен, что не только расплачешься с долгом, но еще и сдачу заберешь. Однако есть два «но». Первое. Человек должен быть нормальным, здравомыслящим, не алкашом и не наркоманом. Понимаешь? Просто нужно найти такого, которому очень нужны деньги, ради которых бы он согласился на все. И второе. Делай все красиво, так, чтобы комар носу не подточил. Вот, в принципе, и все. Отцу не говори, что ко мне приходил. Брат, что нужно? Брат, давай, все Вот делаем. Подожди, я сказал! Дешево сделаем, все, что ты, брат? Пошли, поехали, брат. Нет, бля, я здесь как кусок мяса. Надо что-то думать. Ну а так, интерьер нормальный. Да, самое главное, здесь у нас VIP-зона. Отдыхают завсегдатые гости. У каждого свой стол. Они приносят основной доход нашему клубу. Осознаешь важность? Да фигня все это. Понты сплошные. Тоже мне важно с папинки на бабло просирать. Ты как сможешь себе позволить отдыхать в этом месте, так и будешь предъявлять. Нашелся тут парень без понтов. Да ладно, Грин, завязывай. Слушай, у Ирлахи тут проблемки небольшие жилищные. Ты бы не мог ему небольшой аванс дать? Аванс? Нет, не получится. Но хотя, знаешь, он может сегодня уже приступить к работе. Отлично. Забрать деньги сразу, ну если на чай кто даст. Ладно, чё, попёры тогда? Вы уж тут сами. Давай, спасибо за понимание. Сочтёмся, братан. Ладно, давай. Аккуратней. Ну вот так, в общем, к стриптизершам нельзя подходить. Только когда делаю заказ. И вообще старайся с ними не общаться. Чё сидишь их на похоронах? На, зацени, брат. Чё, реальная тема стреляет, да? Хочешь проверю? Заебал, Жан, никогда не целься в людей. Чё? Все. Расслабься, братан. Давай за дружбу выпьем. Я не понял, где наше пойло? Стой! Виски принеси быстро. Извиняюсь, а кто вас обслуживал? Какая нахер разница, кто обслуживает? Быстро виски принес. Одну секунду. Не больше. У нас никогда не будет нормального сервиса. Это точно. Ну чё, моя тихочка? Чё, накатим? Набухаться предлагают. Набухаться. Ну ему там типа предложили эту аферу, а он в отказ, прикинь. Чё? Да ничего, набухали его. На утро подписался. Ты чё, охуел, что ли, Смотри, там Жан с компанией сидит. Официант около них. Не наш заяц случайно? Ты чё не видишь, пепельница битком, ёпту? Извините. Хуй ты извиняешься, бля? Слушай, реально он? Может, подойдем? Вы пока проходите. Чем? Хорошо. Работай нормально, сука. Чё скажешь, Жан, сука? Жан, все, Жан, чего загнул? Все, успокойся, ты Жан, чё? нормально же, пацан? Гонишь, что ли, Салам. Ты давай, иди. Салам. Салам. Как дела? Нормально все? Ага. Ну что, ты улетаешь? Да вот отдыхаем последние деньки. А ты чё, лока, молчишь? Ничем меня порадовать не хочешь? Или ты пиздеть гораздо только когда меня рядом? Жан, дистанцию соблюдай.
Чем тебя порадовать? А ты не знаешь! Я ж тебе говорил, в конце месяца отдам. Ну смотри, а то ты опять что-нибудь придумаешь. Ты же у нас любитель всяких выдумок. Жан, ты что, перед пацанами тут рисуешься, а? Ну что за, блядь? Все, хорош. Ты что в натуре? Точно опять начнется что-нибудь. Да ладно, Жан, мы пойдем. Позже чуть подойду, увидимся, накатим. Давай. Прощаемся. Удачи. И вам не Да хватает. ладно, что ты? Может, тебя провоцируют специально? Да пофиг мне. Просто реально выпендривается. Да забей ты на него. Кстати, что там взять перетерку? Да, есть там одна темка небольшая. Да? Я не понял, что случилось? Почему клиент недоволен? Ты, короче, иди к девкам. Сейчас я потянусь, окей? Давай. Ты извини, но тебе нужно найти другую работу. Привет, Грин. О, Как здравствуйте. жизнь? Вас уже обслужили? Да хер его знает, пойди посмотри. Хорошо. Я смотрю, ты с Жаном уже успел познакомиться. Да, отличный парень. Да забей, черт нам по жизни. Ты, кстати, давно работаешь здесь? Часа 3. Только, по-моему, уже не работаю. Да нахера себе эта работа? Давай набухаемся лучше. Не, я пас. Да нормально все. У меня к тебе дело есть. Точнее, предложение. Давай свалим только отсюда. Виски дай нам с собой. Да расслабься ты. Короче, в 2 словах. Мне нужен человек, который бы отсидел в тюрьме за деньги. Че надо? Мелочь дай. Нет у меня. А сигареты? На, отравись. Свали только отсюда. В смысле отсидеть? Ну, в прямом смысле отсидеть в тюрьме за деньги. Не, я пас. Ерла, я же не тебе предлагаю отсидеть, а просто помочь мне найти такого человека. Вот и все. А за что твоего друга хотят посадить? Да это, по сути, не важно. Но срок приличный. Лет 10 точно будет. Нифига себе. Но и деньги за этот срок платят реальные. Равноценно квартире. Ну, а я тебе чем могу помочь? Ерла, я же тебе объясняю. Твоя миссия заключается в том, чтобы просто помочь мне найти такого человека. Ты, конечно, не обижайся, но этот человек скорее из твоей среды, и тебе легче будет найти с ним общий язык, чем мне. Ну, я не знаю. Да здесь нет ничего криминального. Даже наоборот. Помощь людям, у которых фактически не осталось шансов. А делов-то отсидел, отдохнул и вышел на свободу богатым человеком. Нормальный такой отдых получается. Лока, спасибо, конечно, за доверие. Но извини, не получится. Да и с людьми я толком разговаривать не умею. Да я тебя не тороплю. Ты хорошенько все обдумай, обмозгуй. Ну и запомни, что 7 штук баксов на дороге не валяются. Да нет, Лока. Извини, не получится. Да ладно, не бери в голову. Расслабься. Пойдем лучше выпьем. Я тебя с такими девчонками познакомлю. Ты не парься. Что вы здесь потеряли? Ерлан здесь живет? Здравствуйте. Мы к Ерлану пришли. Ерлан здесь больше не живет. И вы, давайте-ка убирайтесь отсюда.
Че? Тихо. А вы, извините, не подскажете, где его можно найти? Откуда я знаю, где вы его можете найти? Откуда? Я вообще-то вчера тачку помыл. Ой, извиняюсь. А ты вообще как сам? Да укачал немного. Ладно, короче, я тебя здесь оставлю. А то что-то мы палимся. Все помнишь? Да, не переживай. Ну смотри, главное, чтобы никаких алкашей и наркоманов. И постарайся найти вообще нормального кандидата, окей? Да помню, я все говорю же. Ну все, давай, удачи там. Эй, братан, есть сигареты? Не курю. Здоровым помрешь. Не алып отырсың, бауырым? Бұл жер біздің жер. Сен самыраусың бе? Кімге айтып тұрмын? Че ты прикопался? Қалай жүрсің сен нахуй, Бүйтіп отсың нахуй. Да пошел ты. Иди нахуй, ебаный в рот. Эй, заяц, привет! Привет. Чего пригорюнился? Ого! Это кто тебя так? Да так, волк догнал. Садись, подвезу. Да нет, спасибо. Давай, прыгай. Такое лицо испортили. Там в бардачке салфетки есть. Возьми. Спасибо. Так что случилось-то? Да упал неудачно. Ну-ну. Интересная у тебя жизнь. То в костюме зайца в институте, то разбитый на дороге. Не говори. Не жизнь, а сказка. Меня Джейрана зовут. Ирлан. Можно просто Джека. Ну, так что, Ирлан? Что? Едем со мной? А ты куда? Да, тут неподалеку местечко есть одно. Там выставка современного искусства проходит. Я бы с удовольствием, но... Ну, раз с удовольствием, то едем. Да я в таком виде, ты меня оставь где-нибудь, я сам доеду. Да кого волнует твой внешний вид? Тем более, выставка там примерно такой же тематики. Слушай, погоди, а о чем я с ними буду говорить? Я вообще в искусстве не шарю. Ну, ты же на дизайнера учишься вроде. Ну, это совсем другое. Да и поступила только потому, что немного умею поляться. Привет, творческая интеллигенция. О, Джеки, привет. Хорошо Привет. выглядишь, кстати, классно, прикольно. Как дела? Зырь. Сумочка хорошая. Ребят, знакомьтесь, это Ирлан. А это ребята. Аза, просто Азамат. Лёва. Арчи. Ирлан, кстати, тоже. Красавчик, моя школа. Пошли накатим. Спасибо, старик, офигенная тусовка получилась. Со стыками вообще в тему придумали. Да я вообще за национальный продукт. А то гольф да покер. Чем мы в нормальные игры не умеем играть, что ли, брат? Давай за отпуск. Давай. Слышь, только мне Жан звонил. Сказал, через полчаса подъедет. Сука.
Брат, ну ты же понимаешь, я ему тоже никак не могу отказать. Да ладно, нормально все. Кстати, на вот. Чего это? Да так, на ход ноги. Там немного, десятка всего. Да ты гонишь, брат, нафиг. Кончай гурковать. Раскидаешь проблему, потом разберемся. Ну, спасибо, брат. Давай за дружбу всех народов. Азии и Африки. Эй, как дела? Слушай, это так интересно. Спасибо тебе огромное. Тебе честно нравится? Еще бы. Следующий вечер с меня. Я домой поеду. Тебя подбросить? Отбрось. Оба! Ты что, здесь живешь? Да нет, я в микрошаг живу. Загадочная ты личность. Еще раз спасибо, Джека. Спасибо слишком много. С тебя вечер. Конечно, созвонимся. Угу. Пока-пока. А хрен его знает, куда он пропал. Тот адрес, который ты нам дал, там сказали, что он больше не живет. Труба отключена. Вы в институт не наведайтесь, только сильно не болитесь. Ты бы нам хоть фотографию его дал, а то ищем какого-то мифического студента. Не умничай, до связи. Угу. Доброй ночи вам. Тут просто глаза людей в современных условиях современного кризиса. Неисправный черно-белый телевизор тоже ваше творение? Гав! Ты чего тут? Привет, Лока. Слушай, у меня тут с жильем небольшая проблемка Пойдем. возникла. А можно у тебя сегодня перекантоваться? Да пойдем уже. Ерлаха, Ерлаха. Слушай, я, наверное, не буду. Мне после вчерашнего до сих пор не очень. Ты название конторы, которая вещи твои перевозила, запомнил? Нет. Вот, здесь штукец. Да ты чё? Не надо? Ерла, я же тебе не просто так даю. Будем считать, что это аванс. Гарант того, что ты выполнишь наш договор. Блин, Лока, спасибо. Да, кстати, как сегодня все прошло? Да нормально. Подружился с одной бригадой. Они думают, что я там тоже работаю еще. Вот тебе мобила, чтобы мы связь могли поддерживать. Ничего себе. Оригинал из Финтела, брат. Я завтра номер восстановлю. Ага. Я спать, а ты бомбись где хочешь. Угу. Баке, Баке, смотри. Настырный малый. О, мужики, все нормально, я мириться. Значит, такие молодые, сильные, не могут найти работу. Что говорить о нас? Да. Ага. Ну, кризис же и все такое. Да, хренец это. Баха! Ты где, Баха? Ты ощущаешь кризис? Нет, конечно. Наливай ты. А? Не ощущаешь вообще? Нет.
Как в дерьме жил, так умру. Давно пора тебе, дурак. А в этом и есть прелесть нашей жизни. Нам все эти кризисы по боку. Опа. О, креп приехал. Люди нужны, братан? Ой, наклад все. Работа приехала. 5 давай, братан. Нет, 3. А что там яму выйдет? Айрат, молодой, давай. О, пойдем. А мы еще. Вот, держи. Держи, держи. А сколько ему было? 35. Представляешь, этому парню всего 35 лет было. И жена молодая осталась, и ребенок. Аманда Уилсон. А от чего умер-то? Машину сбила. А этого урода до сих пор не нашли. Да, как всегда. Пошли. Ну ты как? Да нормально все. Мужчина, вы не могли бы на меня не опираться? Но это невозможно. Ладно, это. Но ты-то молодой. У тебя вся жизнь впереди. О, сесть хочешь? Нет. Кстати, поздравляю, твоя первая получка. На, отметься перед мужиками надо. Да не надо мне. Ты чего, обиделся, что ли? Мало? Слушай, ты, может, перед мужиками сам за меня отметишься, ладно? А то у меня сейчас дела кое-какие. Окей. Моя остановка. Ладно. Ага. Ну все, пока. Давай. За проезд. А6-то. Ну я же объясняю. Я единственный свидетель. Я телефон оставлял. Мне сказали, позвонят. Но я на днях трубку потерял. Вот только номер восстановил. Ну, возможно, ко мне уже звонили. Я же не знаю. Ну, от меня что ты хочешь? Ну, не знаю. К кому мне обратиться? Ну, если будешь нужен, тебя сами найдут. Тут дел по горло. Шел бы ты домой. Ну, вы хоть мой номер запишите на всякий случай. Давай. 8702 647. Да звони кому хочешь, сейчас и машину, и права заберем нахрен. Да погоди ты. Салам, брат. Блин, ни до кого из наших дозвониться не могу. Слушай, меня тут с Куревом конкретно повязали. Да вообще ни в какую, упертый, блин. Капитан вроде. Спецбатальон, что ли? Ага. Ты чё мне, блядь, тут суешь? Не буду ни с кем разговаривать. Сейчас доедем, там разберемся. Ну, короче, ты слышал. Да вот уже, к центральному ГАИ подъезжаем. Ага. О! Порш 001, прыгай справа. Остановись, я сказал. Капитан, подойди. Держи. Салам алейкум, уважаемый. Валейкум ассалам. Что случилось? Да вот, ребята ваши обкурились. Бывает такое в жизни. Давай, командир, исключение сделай. Хорошо. Извините, вы свободны. Ну вы оперативно, брат. Да я тут обедал неподалеку. Мне там мясо стынет. Тогда бон аппетит, брат. Да какой с тобой аппетит? Ты давай в пятницу на пастбище подкати. У меня к тебе дело есть, перетрем. Ладно, окей. Увидимся.
Ты что, клад откопал? Да нет. Еще раз спасибо, Вероника Рудольфовна. Ну что ты же знаешь, я всегда иду тебе навстречу. Да, знаю. Ну ладно, Ернар. Ты только, пожалуйста, не теряй больше ключи. Ну, а за цветы спасибо тебе. Ерлан. Что? Ничего. До свидания. Давно хотел тебе сказать. Ты лучшая. Ты самая лучшая. Stranger in the night. Турецкие сериалы? Да, это отлично. Нет, меня тоже беспокоит проблема вырубки девственных лесов. Турецкие сериалы полный отстой. Они переигрывают. Кубизм несколько закрытый. Спанч Боб? Ёлки. Привет. Алло, Джека? Да через секунду уже буду. Я... Слушай, а у тебя, по-моему, что-то горит. Блин, курица! Блин, а? Черт. Как ты... Знаешь, никогда не думала, насколько полезная штука GPS, пока не узнала, что в нашем городе есть этот район. Привет. Привет. Проходи. Дружба, честность, любовь, в конце концов. Разве это может измениться? Это далеко не для всех. Ну, например, девушки. Сегодня для них главное – это наличие денег и тачка покруче. Ну, разве не так? Да чего же вы все парни глупые? Вам ни ума, ни фантазии не хватает, чтобы как-то иначе произвести на девушку впечатление. На самом деле, для них главное – это потенциал. Так уж природа распорядилась. И вообще, я считаю, что самое сексуальное в мужчине – это мозги. А все остальное по-любому приложится. Пойдем домой зайдем, а то холодно уже. Конечно. Извиняюсь, что так поздно. Не помешал? Нормально, говори. Стала эта работа. А мы тут девку твою нашли. И как она? Бухаю с вечера. Да в порядке. Правда, немного мертвые и изнасилованные. На трассе кто-то выкинул. Наркота в крови. В общем, допрыгалась. Понятно. А что со студентом? Да ничего. Девка шибко говорливая оказалась. Вот у меня тут и возникли к тебе некоторые вопросы. Подъезжай ко мне в юбилейный, дом 123А. Пообщаемся. Братка, на Д поставь. Короче, он тот вечер спер мою машину. Без спросу. Ну, а дальше ты знаешь. Ну вот вся картинка в сборе. Нахер мне было вот эти сказки рассказывать? Мы же не первый год друг друга знаем. Ты меня не слушаешь. Я тебе говорю, он для меня все. Да ладно, не переживай ты так.
Понял я все. Да. А что эта бабка на меня так посмотрела? Как будто я денег должна. Да не обращай внимания. Это шпион Рудольфовны. Звучит, как будто мы в немецком штабе. Вероника Рудольфовна, это хозяйка квартиры. У нас услышимость просто офигенная. Вот она на каждый шорох и выходит. О, ты что, Цоя любишь? Его песни. Классно. Можно я поставлю? Конечно. Слушай, мы виделись всего лишь 2 раза. А у меня такое ощущение, как будто мы... Вот тебе на погон. Молодой, я ж тебе сказал. Зачем ты туда-то скинул? Куда ты торопишься? Тут главное расчет и терпение. Опа, кел было. Бұлар тағы да ақша сұрайды. Салам, жігіттер. Баки, почему хозяйка недовольна проделанной работой? Она наш весь мост съела. Это вы мне весь мост сожрете. Вы стены на 3 тонны темнее сделали. Кафель в сортире коряво положили. Кто кафель клал? Я вожу. Ты окулист давно проверялся? Ну ты же знаешь, какие... Заткнись! Заткнись, а! За такую работу ты получишь только половину. Один мы там 2 месяца как кишек пахали. Баке, Тимур, если узнает об этих сложностях... Один, пойми ты, что ты? Да у тебя, походу, еще и со слухом плохо. Хорош, ты чё? А это что за чёрт? Базар фильтруй свой. Ты кто такой? А не нужно. Это мой племянник, он в первый раз здесь. Мужики, давайте! Поехали! Проходи. Вон умывальник. Вы что, тут все живете? Да. Чай будешь? Давай. Зайчик. Привет, ма, привет, па. Игорь, иди-ка сюда. Пап, ну я тороплюсь. Здравствуйте. Дядь Джейбархан? Здрасте. Здравствуй, дорогой. Как дела? Да все хорошо. Присядь, поешь с нами. Да нет, пап, я реально тороплюсь, просто колеса переобуть заехал. Игорь. Ты не хочешь нам рассказать, как твои дела? А то мы не знаем, что ты, где ты. Да нормально все, говорю же. Это еще нужно разобраться, что в твоем понимании нормально. Когда тебя отчисляли, у тебя тоже все было нормально. Пап, ну что ты опять начинаешься, а? Ты ничего не хочешь мне сказать? Да нет. Мне из банка звонили. Сказали, ты там кредит хотел взять. Зачем тебе такая сумма?
Да так, для дельца одного. 150 штук. Что там за дельца у тебя, интересно? Пап, в конце концов. Че, я ребенок, что ли? У меня своих дел не может быть. Да в том-то и дело, что не ребенок. А мозгов нет. А если кредит не сможешь вернуть? Что, на улице останешься? Да какая теперь разница? Кредит все равно уже не дали. Теперь понятно из-за чего. Ладно, короче. Пошел я. До свидания, дядя Джейбархан. Давай. Погоди! Да ладно, что ты уж, действительно-то. Айжан Ахметовна, чай? Что-то я не пойму, чего вы этих козлов-то терпите? Да ты многого не знаешь. Ладно, остынь. Пей чай. Хороший ты парень. По глазам вижу. Кайрат, а если не секрет, у тебя семья-то есть? Конечно. Как человеку без семьи? Только она в Узбекистане. Сейчас, погоди. Вот. Жена. Старший уже в 8 класс пошел, а младший только в 3. Золотые они у меня. Можно? Ага. А как ты сюда попал-то? Поначалу все нормально было. Хорошие деньги зарабатывали. На большом объекте работали. А потом стройки остановили, а мы пошли на улицу. Ну а что ты не вернешься домой, к семье? Боюсь, что не узнают. Здравствуйте. Здрасте. У вас цветы почем? 500 тенге. Давайте. Вот. Пожалуйста. Спасибо большое. Сдачу, сдачу. Сдачи не надо, спасибо. Спасибо. Джека, привет. Давай встретимся. Да, отличное дерево. Да ты приглядись. И? Как ты не видишь? Это мужчина, а это женщина. Ух ты! Столько раз тут проходила и ни разу не замечала. Слушай, красиво. Дерево любви. Ярлан, Ау.
Спасибо. А если я еще и головку проточу, выхлоп поставлю побольше. Головку проточу. Че ты мне трешь про свой унитаз? Завязывай. Да сам ты унитаз, Да блин. тебя Максима вставит. Хвост и в Ой, да гриву. достали вы. Парни, смотрите, вот это я понимаю, тачка, блин. Да я ее вырву. Да ну. Угу. Ну если с нее 3 колеса снять. Ну эти понторезы там типа рулят. Может, тебе помочь? Да не надо. Сам разберусь. Все нормально будет. Ну смотри, ладно. Я себе по вечеру тогда наберу. Все, давай. Да ну. Все, брат, созвонимся. До Давай. связи. Это Ерлаш? Что такси уело, а? Привет, пацаны. Как дела? Люди. Пойдет. Как жизнь? Ты где такой такси взял? Крутое такси, а? Привет. Слушай, Дэн, тут дело одно есть. Ну рассказывай. Пока работают. Ну и придурок же ты, Али, елки. Олег, ничего не играй с трубой, сейчас батарейка сядет. Да не сядет, она же новенькая. А я вчера с такой девушкой познакомился. Что за телка? Да не телка. Ты мне Да что ладно, делаешь? Должен, рассказывай, что за телка? Ой, да что тебе рассказывать? Дэн, вон они. Да, серьезные ребята. Ладно, пацаны, без лирики, делаем все быстро и красиво, окей? Ща, вон сек. Держи, сынок. Пойдем. Ты же наше секретное оружие. Хорош, пацаны, балдей. Один, смотри сзади. Тебе чё, в прошлый раз мало было? Вешайтесь, урод, особенно ты со своим племянником! Какого хрена наделал это, а? Да ладно, не волнуйся. Вернуться еще получат. При чем здесь они? Это он стопудово придет. Тебе реально хана будет. Это родной братишка Тимми Чукота. Тут такой начнется, елкин. Тебе похер, елки. Пришел, ушел. А нам здесь работать надо, еще работать. Баке, Кайрат, помолчи ты вообще. Да, Баке, ну ладно, что ты? Я же не думал, что даже... Чтобы не думать, надо мозги иметь. У тебя мозгов нету. Давай, вали отсюда. Все равно не тебе под землей останется. Хайра, тебе тоже надо уходить. Баке, ну я же... Баке, ты думал, Ай. Кайрат, да погоди ты. Сухов, Ну что я сделал? что ты ко мне привязался? Мало ты мне жизнь испортил. Иди своей дорогой. Кайрат! Отстань от меня. Кайрат, ну извини, ну давай поговорим. О чем с тобой говорить, мальчишка? Можно? Я хлеб забыл. Ну серьезно, ну прости. Ты же знаешь, я как лучше хотел. Как лучше? Где теперь я жить буду? Где работу искать? Но пока поживешь у меня, там что-нибудь придумаем. Обещаю. Насчет твоей бригады, да и работы. Ты же сам понимаешь, что это фигня все. Ты же нормальный мужик, Кайрат. Умный, добрый. Чего ты трешься с этими неудачниками? Ты вроде нормальный парень, с образованием. А мысли и поведение, как у моего младшего. Ну ладно. Все, мир. Ты мне лучше скажи, кто этот Тима Чукот? И чего его все боятся?
Да, Лока, привет. Привет, как жизнь? Нормально все. Ты сейчас где вообще? Я в столовой на Гоголя Зинькова. Подъезжай, пообедаем. Да не, надо встретиться. У тебя права есть? Да. Ты там закругляйся тогда, сейчас подъеду. Хорошо. Вот, это тебе? Угу. Мне сейчас уезжать надо. Ты давай вечером ко мне подъезжай. Там все обсудим, хорошо? Хорошо. Привет. Прыгай. Куда? На коленки ко мне. Давай быстрее, что стоишь, опаздываем уже. У меня права дома. Я говорил не буквально. Главное, водить умеешь. Садись быстрее, опаздываем уже, брат. Куда ехать? На весеннее пастбище. Метисочка. Умелая. Шалунья. 20 лет. Выезд. Не боись, дави на тапку. Только старайся не трясти. Блин, никогда еще не испытывал таких ощущений. Слушай, я у тебя давно хотел спросить, если не секрет, конечно. А твои родители чем занимаются? Батя обычный продавец, бензинкой торгует в большом количестве. А мать – серый кардинал, внегласно управляющий делами отца. Знаешь, что я по этому поводу думаю? Нет. Я думаю, что каждый город дышит в своем ритме. И главное – дышать с ним в такт. И если попал в струю, то все путем. Если нет, то хреново. Либо одышка, либо нехватка кислорода, понимаешь? Не особо. Ну вот, к примеру, Москва. Ее дыхание похоже на дыхание спортсмена-бегуна на длинные дистанции. Короткое, частое, с тяжелыми выдохами. И самое главное, никаких пауз, брат. А вот в воде надо дышать по-другому. Сделать глубокий вдох. Задержать дыхание. И выдохнуть. И мир ярче, и люди добрее, и улыбки на лицах. И самое главное, никакой спешки. Азиатская философия, братку. Не, я не курю. Короче, ты работаешь на меня, отучился в Нью-Йорке. А там, походу, импровизируй. А где работаю и на кого учился? Ну ты ж дизайнер вроде. Ну да, учусь на дизайнера. Ну вот им и оставайся. Хотя ты знаешь. О, головой мотай, только вкрадчивость выдашь, окей? Лока, привет, нарушитель. Приветствую, Казбек Амирханович. Знакомьтесь, это Ерла. Только закончил Нью-Йоркскую академию дизайна. Тема такая. Я хочу новый вид услуг открыть. Мейкап по этой конторке нужно по полной сделать. Так, чтобы от значка до роликов. Ну и чтобы постельнее было, сам понимаешь. Да не волнуйся, брат. Организуем все в 3 секунды. Да и скачуху для тебя сделаем. Вот в 3 секунды не надо. Я на это дело серьезную ставку делаю. Так что давай, что все.
Монументально и гениально было. Түсіндің? Түсіндім. Вот аванс. А скачуху вон своему спецу оставь за успехи в учебе. Какие-то особые пожелания будут? Да. Хочу, чтоб на логотипе корона была. Молодец, с задачей справился. Ну, врубаешься в мои слова? Врубаюсь потихоньку. Ну так чё, сможешь реально значок с часами и короной накалякать? Конечно. На, тогда держи аванс. По окончанию получишь еще половину. Но главное, про наши основные дела не забывай. Вот если любишь человека, то любишь его таким, какой он есть. Вот тогда любовь будет настоящая. Но у вас с женой настоящая? Еще какая. А если бы она сейчас тебя увидела в таком образе? Знаешь, Ерлан, я никогда не видел себя со стороны. А зеркалам не верю и не хочу верить. Вот все, что у меня осталось, это душа и совесть. Вот это имеет значение. Просто об этом все забыли. Да тебя нужно записывать в учебники по философии. А может быть, когда-нибудь так и будет? Конечно, будет. Ладно, ты хозяйничай, я в душ. Слушай, Ирлан, можно я с твоего телефона жене позвоню? Конечно, позвони. Набирай. Ух ты, дорогая сотка. Наверное. Баке, это я, Кайрат. Пойдем, пойдем. Прикольное местечко, я здесь ни разу не была. Тебе честно нравится? Шутишь? Сиськи, пиво, рок-н-ролл, что может быть лучше? Парни, вы что там? Ты что будешь пить? Да без разницы, то что и ты. Бармен, 2 двойных чиваса и арахис. Парни, заказывайте, что хотите, я угощаю. Салам. Салам, Локо. Здесь 25, остальные в конце недели отдам. Вот и отлично. Хорошо. Дай 5. Ты че, сука, страх посел? Вообще охерел, что ли? Не видишь, я с девушкой сижу. Да хоть с королевой Жан, не Англии. надо. Хочешь что-то сказать? Пойдем пообщаемся, как нормальные пацаны. Че, бык с тобой бодаться? Хочешь, я пальцами щелкну, тебя отсюда вынесу. Пальцы не сломай, когда щелкать будешь. Смотри, в конце недели не вернешь, по-другому разговаривать будем. Давай, играем дальше.
хочешь уверить меня в том, что деньги не являются определяющим фактором счастья? Да, безусловно, деньги решают все. Во всяком случае, в этой стране. Да. А есть страны, интересно, в которых дела решаются по-другому? Вот в этом весь смысл. Самое главное – дышать с городом в одном ритме. Понимаете? Я понимаю. Ну вы смеетесь, я серьезно. Меня очень беспокоит загрязнение нашего воздуха. Скоро мы вообще дышать не сможем. Правда? Дышать не сможем. Конечно, дорогая. У меня коктейль закончился. Сейчас справим. Бармен! Как интересно. Слушай, брат, ну ты хоть можешь иногда на меня внимание обращать? Я ж тебя не о многом прошу. Извините. Повтори всем. Давай. Девушки, коктейль. Ты что-нибудь будешь? Да нет, я, наверное, пойду. Ладно, всем пока. Ладно, Джек, пока. Ты чего? Давай. Пока. Да ничего, устала просто. Джека, подожди. Тост, предлагаю выпить за тех, кого... Джека, слушай, что случилось? А зря ты мне соврал, Когда? когда сказал, что с девушками не умеешь общаться. По-моему, у тебя неплохо получается. Погоди, я не понял. Да ладно, развлекайся. Я реально просто устала. Слушай, подожди, ну хочешь вместе уйдем? Да не стоит. Давай, пока. Джека. Да, Лока. Салам еще раз. Ерлаха, братуха, я, конечно, все понимаю, но чтобы через 2 дня претендент был готов, хорошо? Хорошо. Что я сделал-то? Предлагаю... Так. Тост. О. Это серьезно. Не понимаю таких девушек. Зачем парням мозги сушить? На, выпей. Не парься, завтра успокоится. Ну что, парни, тусуемся дальше? Да, конечно. Че ты? Давай, давай. Алло. Ерла, извини, у меня выбора не было. Они просто поговорить Да? хотят. Чё, я не понял? Ерлан? Да, я. Кто это? Сегодня к 4 подъезжай под Рыскулский мост. Поговорить надо. Пусть пацаня своих захватят. И лопаты. И не вздумай с нами «ну погоди» разыгрывать. Мы знаем, кто ты и что ты. Все, до встречи. Сука. Охренеть. Мы этого засранца по всему городу ищем, а он у нас под носом был. Душа и совесть, значит? Че, твоя звонила? Алло, Джека? Алло? Джек, не молчи. Здравствуйте. К сожалению, в данный момент абонент не может ответить на ваш звонок, так как она дико обижена на одного молодого человека, чье вчерашнее поведение очень сильно ее расстроило. Но вы можете оставить свое сообщение после звукового сигнала. Пи. Говори. Джека, прости меня. Я хочу увидеть тебя. Джека, не молчи, пожалуйста. Мы можем встретиться, поговорить. Завтра в 7 часов она будет вас ждать в Скай-баре. Все, хорошо, я буду, спасибо.
Привет. Привет, Лук. Ты что, бухал, что ли? Да. Ну понятно все, только непонятно, кто они такие. Да я сам толком не понял. Вроде бандюки какие-то. Кайрат говорил, что они их от ментов отмазывают. Ну так иногда работу подкидывают. Ладно, сейчас разберемся. Алло, Виктор Иванович, здравствуйте. А у меня тут сложности кое-какие возникли. Вы не могли бы подъехать? Да нет, думаю, ничего серьезного. Просто хочется, чтобы все красиво было, с пафосом. Ага, спасибо. Нормально все будет. Пацанчик твои где? Че, застали подъехать, да? Не ори, сейчас приедут пацанчики. Вы поговорить хотели? Опа. Что? Какие-то проблемы? Да нет никаких проблем. Вот просто братишка хотел извиниться за грубость. Недопонимание произошло небольшое. Давай, что молчишь? Ты видел, какой-то здоровый кисляк поймал? Сначала с таким важным видом стоял. Да, давно так не веселились. Держи, братуха, а то ты какой-то перевозбужденный. Кури. Реально круто было. Я-то уже думал, что попал. На. Лока, брат. Короче, я президента нашел. Завтра его приведу. Ты им говорил? Нам деньги нужны. Привет, мужики. Кайрат, разговор есть. Ерда, серьезно. Прости меня. Ну пойми ты... Да я же сказал, все нормально. Я же тебе за это не предъявляю. Я вот только одно не пойму. Тебе что, реально так деньги нужны, что ты готов ради них все что угодно сделать? Не ради денег. Ради семьи. И я хочу, чтобы мои дети нормальное образование получили. И чтобы у них в жизни все было иначе. А вот ты молодой, и тебе не понять. Да все я понимаю. Кайрат, у меня себе предложение на 100 штук баксов. Money, honey, don't be funny. На тебе денег, на тебе денег, на тебе, на тебе, на тебе денег. Money, honey, don't be funny. На тебе денег, на тебе денег, на тебе, на тебе, на тебе. We make money, money. Ну чё, братуха, поздравляю. Вот твои кровные, с вычетом аванс, конечно. Ну что, вечером отдохнем как следует, а? Блин, у меня сегодня вечером встреча с девушкой назначена. Ну ты ее бери с собой, и я с какой-нибудь тёлкой прикачу. Хорошо. Эй,
Ну ты чего такой напряженный? Расслабься уже. Теперь мы с тобой такие дела замутим, брат. Да нормально все. А хочешь, на моей машине подкати к ней. А я столик забронирую. Ну улыбнись уже. Короче, судья бьет по столу, и он оказывается в своей комнате. Да ладно, фигня это. Ну, он же постоянно поступает со своими принципами, и в конце концов наступает же на свои грабли. Ну, это... Ой. Ну и? Ну что и? Да и все. Ну что ты прикопалась? Ну я просто придумал историю, а каждый сам для себя пусть делает выводы. Ну что, ну, а в целом как? Да что в целом, что по частям даже. Говно полное. Говно. Ладно, я пошутила. Мне кажется, концовка размытая, очень попсовая. Стандарт. Ну да, хэппи-энд тупо для масс. Я сначала все тоже хотел на убийстве закончить, но потом подумал, что народ не поймет. Вот. А мне нравится хэппи-энд, пусть они и попсовые. Без него была бы чернуха. А так очень даже мило. Ну мне... Джека, это кажется к тебе? Вот такие пироги. Привет, ребят. О, здорово. Слушай, Привет. ты как раз лицо не заинтересованное. Я хотел бы узнать твое мнение. Слушай, давай чуть позже. Я с Джекой хотел наедине поговорить. Да ладно, все свои. Пойдем носики попудрим? Блин, так. Спасибо. Пойдем. Носики попудрим. Это тебе. Пойдем. Меняешь имидж? Повод есть. И какой? Я подставил человека и на этом денег заработал. Шутка. Смешно. А, это тебе. Что это? Подарок. Ерлан, ты что-то путаешь. День рождения у меня в декабре, а 8 марта уже давно прошло. Ну серьезно, ну прости. Да не вопрос, я не злопамятная. Только я не пойму, за что конкретно? За то, что общался с той девушкой в ночном клубе. Не, за это не могу. Я тут-то при чем? Ты можешь общаться с кем хочешь. Ваш счет. Я оплачу. Ты что думаешь, мы сами не сможем заплатить? Да нет, но... Ерлан, что ты делаешь? В смысле? Я 2 дня уверяла себя в том, что той ночью в клубе мне просто показалось, что ты не такой. И у меня получилось. А сейчас ты за 3 минуты все снова портишь. Ты можешь нормально объяснить, какой не такой? Тебе лучше уйти, Ерлан. Может, дело не во мне? Может, дело в девочке, которая никогда ни в чем не нуждалась? Наигралась с парнем простачком и все? Уже не интересно? Я, честно говоря, не думала, что мы с тобой еще увидимся. Ты тогда так странно ушел утром. Люблю делать сюрпризы. Не гони так, или мы куда-то торопимся? Включи музыку погромче. Куда прешь, баран? Да пошел ты, придурок! Ты что-то мне сказал? Иди сюда! Стой, блядь! Стой, сука! Урод!
какая нахер может быть охрана у приезжего студента? 2 эскалада, забитые вооруженными спортиками. Видать, не такой простой студент этот оказался. Зато ты, бля, проще простого. Я же вам сказал просто привезти его ко мне. Тебе прожарить? Ладно, я сам к нему наведаюсь. А, и телефон у него теперь включен. Вот адрес. Ха. Вообще оригинально. Съемная халупа в ебенях, личная охрана. Куда катится этот город? Ну нифига себе райончик. Никогда бы не подумал, что в горах есть такое. Ну да, на это и рассчитано же. Ничего себе домина. Ты бы трубой тут особо не махал, пока охрана не докопалась. Лока, слушай, я знаю эту тачку. Я вроде ее уже видел. Да, это А8, их в городе до хера. Да ты не понял, помнишь, я тебе говорил насчет аварии? Брат, давай потом, а? Иди покури. Салам, Жан. Салам, Игорек. Садись, выпьем. Все, в расчете, давай. Да пидор ты по жизни, Игорек. Да ты охуел, Жан. Базар фильтруй. А я по жизни охуевший. А ты, сука, лох. Жан, тебе что надо-то, а? Я тебе долг вернул, все в расчете. А ты что думаешь, что дело в бабле? Не, просто ты меня, сука, бесишь. И твои пидорастические движения меня тоже бесят. Жан, иди проспись, потом пообщаемся с тобой. Че ты экаешь, а? Я тебя как нормального пацана попросил, присядь, выпей! Давай, наливай. Другой базар. Че ты? Ну это у тебя. Эй, красавица, ты пьешь? Жан! Все, тихо. Садись, хули ты как памятник. Садись, я сказал. Где-то я тебя видел. Ай, не важно. Ага. Значит, говоришь, что ты не пидор. А давай проверим. Да ты гонишь уже. Все мозги вынюхал. Чё, сука, слышишь, мачо, да? А хочешь я опять... Жан, сука! Жан! Ты чё, Жан? Алло, пап, приезжай, алло, пап, я у Жана! Будьте здоровы. Приветствую, брат. Джайба, ты мне срочно нужен. Тут Игорь в такое дерьмо вляпался. Понял, ты где? В юбилейном, 123А. А что там? Короче, срочно выдвигайся. На месте все объясню. Жди, сейчас приеду. Уроды! На вечер ничего не планируете? К студенту со мной поедете.
Понятно? Угу, хорошо. Я ауылда бұл уақытта мал жайғап жүруші едік. Барлығы шығып қарап тұратын. Қызық еді ғой. У пацана твоего проблемы были с Жаном. И все об этом знали. В смысле? Они же друзьями были. Какие к черту проблемы? Да я откуда знаю? Может, тёлку не поделили. Суть в том, что быковали друг на друга. Короче, Айдарбеков сейчас по-любому начнет действовать очень жестко. И твой Игорек останется крайним. А телаки жановские сейчас ему во всем поддакивать будут, чтоб шкуры свои спасти. Так что надо что-то решать. Какие у нас варианты? Да были бы варианты. Думай, Джайба, думай. Ха. Ну что, косячники, если хотите, чтобы все обошлось, будете делать и говорить то, что я вам скажу. Вопросы есть? Нет. Молодцы. Никому не звонить. От меня более чем на 20 метров не отходить. Пока свободный. Что касаемо тебя. Вы ж с Игорем товарищи. Ну да. А знаешь такую поговорку? Сам погибай, а товарища выручай. Короче, дела такие. Вы там в комнате втроем были? Так что все косяки на вас с Игорем полетят. Да он сам застрелился, он был пьян как черт. Да успокойся ты, братишка. Нормально все. Мы откроем депозит на твое имя на $100 000. А ты возьмешь всю вину на себя. Я сделаю так, чтобы ты отсидел здесь в городе. Спокойствие. Выйдешь богатым и счастливым человеком. И на нашу поддержку можешь рассчитывать. Да я не хочу. Мы же не виноваты ни в чем. Да не кипишуй, говорю. Как же ты не понимаешь? Мы не виноваты. На, выпей. А если откажусь? Не откажешься. Я же по глазам вижу, что ты не глупый парень. Ты же прекрасно знаешь, что от тебя сейчас ничего не зависит. Он сам! Это ты! Ты ни хрена не понимаешь! А свидетели будут делать то, что я им скажу. А остальное дело техники. Просто все сложнее будет. Да и ты на своей жизни крест поставишь. Ты уж извини, братишка. Ты просто оказался не в том месте, не в тот час. Как говорят в американских фильмах, ничего личного. Сиди тихо и успокойся! Сейчас тебя отвезут домой, только ты не дуркуй. А завтра я за тобой заеду. Ладно, все. Все нормально будет. Ты веришь мне? Да не волнуйся ты. Мы все решим. Только делай все правильно. Если все свалишь на Геру, я тебя сдам. Тебя. Ты не гони, понял? Назад дороги нет. Это у тебя стресс сейчас.
хера себе закрутилась. Где ж мифический студент? Судебное заседание объявляется открытым. Money, honey, don't be funny. На тебе денег, на тебе денег, на тебе денег. Money, honey, don't be funny. Я не думал, что прям так виновен. Мы проводили время где-то на вечеринках на каких-то. Приговорил Рахимова Ерлана Бисенгалиевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 96, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Денежки, я очень их люблю. Они решают многое, за них я многое куплю. Любую брешь в кармане с помощью наличных залеплю. Кого угодно залечу. И назначить ему по данной статье 12 лет лишения свободы. Не капает капуста, пусто, скудно, дурно, даже безумно. Чувствуешь себя. Пришло время С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как будто с пистолета Срок отбывания наказания исчислять с 13 октября 2009 года. Меру пресечения оставить прежней. Арест. Затарился шампанским, взял себе игру. Нанял девок, что забавасы спляшет кубером, как попуа свечу. Вы спросите, все равно мне что-то не хватает. Наверное, счастье не в деньгах, а в их количестве, кто знает. Открыто! Можно от вас позвонить? С мамой хочу поговорить. Че, мобилу потерял? На, не теряй больше. Я у тебя там видео одно прикольное скачал. Слышишь, мачо, да? А хочешь я... Ты не против? И как ты везде успел? Короче, забудь обо всем. И про аварию в первую очередь. Из ментуры будут звонить, отрицай все. И считай, что тебе дико повезло. Понял?
Привет, мама, долго не писал, обустраивался. Ну что, город большой, универ понравился. Давай расскажу по порядку, как полагается. Новостей много, но только ты не расстраивайся. Недавно нашел работу, был промоутером. Пришлось унижаться, ходить в розовом костюме зайца. Да все ничего бы, но работа мешала учебе. Сидел на экзаменах с заспанными глазами. Жильем проблемы из-за неоплаты аренды. Ни копейки, скоро стану спать на скамейке. Вторая попытка, воткнулся в ресторан было. Обслуживать с дебильной улыбкой разное быдло. Каждый своей жизнью доволен, вскоре уволен. За то, что мажором оскорблять себя не позволил. Среди богатых столько тварей, но встречаются люди. Подружился с одним, глянем, что из этого будет. Кстати, не поверишь, мама, я влюбился сильно. В нашем универе она самая красивая. Но думаю, напрасно, получу отказ. Уж больно у нас разные социальные классы. Слышишь, не поверишь, мама, я влюбился сильно. В нашем универе она самая красивая. Но думаю, напрасно, получу отказ. Уж больно у нас разные социальные классы. Алмата, город финансов, дорогих авто. Опишу город вкратце, расскажу то есть то. Много шансов подняться и спуститься на дно. Алмата по зубам, тем, кто к проблемам готов. Алмата, город финансов, дорогих авто. Опишу город вкратце, расскажу то есть то. Много шансов подняться и спуститься на дно. Алмата по зубам, тем, кто к проблемам готов. Живу в мегаполисе, повис на тонком волосе. Все делится четко на черные и белые полосы. Без лишних вопросов, нет лавандоса, значит и нет права голоса. Тут с этим все просто. Не важно откуда и где ты, важно есть ли монеты, как много купюр и как одет, от каких кутюр. Версачи, Гуччи, не знаю даже, что круче. Так вышло, на параде понтов я совершенно лишний. Работаю, скоро денег вышлю, купишь пальто, мам. Сегодня ездил в машине дороже нашего дома. Долго думал потом, что нужно, чтобы жить так же. Понял одно, продать душу. Иначе как же, вроде в этом городе людно, но потеряться трудно, честно. Тут укажут сразу, где твое место. Заботливых много, знаешь, мне так одиноко. Жизнь так убога, помолись, попроси за сына у Бога. Алмата, город финансов, дорогих авто. Опишу город вкратце, расскажу то есть то. Много шансов подняться и спуститься на дно. Алмата по зубам, тем, кто к проблемам готов. Алмата, город финансов, дорогих авто. Опишу город вкратце, расскажу то есть то. Много шансов подняться и спуститься на дно. Алмата по зубам, тем, кто к проблемам готов. Алмата, город финансов, дорогих авто. За бабло прогибаться не мое, не мое. На параде понтов я совершенно чужой. Я к нему